Закладной камень как символ будущей мечети. Этого момента мусульманская община Байдарской долины ждала более 30 лет. Мечеть в Орлином станет второй в Севастопольском округе. Поздравить мусульман в этот день пришли представители всех традиционных конфессий Крыма. В скором времени здесь будет построена мечеть, которая станет центром притяжения мусульман не только села Орлиное, но и всей Байдарской долины, которая включает в себя 14 сел. Строительство мечети в Орлином планировали еще в 90-х. Имея участок под возведение мечети, местная религиозная организация «Авдет» более 26 лет не могла оформить на него документы. Узаконить земельный участок удалось только в 2016 году. До этого прихожане мечети вынуждены были молиться в небольшом здании бывшего детского сада. Сегодня это знаковое историческое событие состоялось. Закладка камня, то есть начало строительства мечети, которая будет объединять верующих, то есть освещать прямой путь к Всевышнему. Ну и, конечно же, сближать нас, объединять, делать одной большой семьей. 2 уровня и минарет. Мечеть в Орлином будет построена по типовому проекту, разработанному Духовным управлением мусульман Крыма. По своей архитектуре она будет напоминать большую ханскую мечеть Бахчисарая. Крыша будет покрыта черепицей, а стены и витражи украсят традиционные крымско-татарские орнаменты. Первый этап – это, конечно, фундамент. Это самое сложное, потому что здесь грунты оказались рыхлыми. Мы делаем геологию, к сожалению, поэтому на 2 месяца еще задержались, пришлось здесь переделать проект фундамента. Мечеть в Орлином будет вмещать 250 человек. Помимо комнаты для моления, здесь будет место для проведения обряда разговения в месяц Рамадан. Также предполагается отдельный зал для проведения церемонии бракосочетания и помещение, где будут обучаться дети. Мечеть будет служить идеалам общественным, скажем, общепринятым нашим принципам. Бюджет мечети составит 15 миллионов рублей. Возведение культового сооружения будет производиться на пожертвования. Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.